информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не идти на поводу у реваншистов. Репортаж со съезда ФНА. Праздник единства народов. Торжественный прием ко Дню России. С целью распространения информации Управление госстатистики запускает официальный сайт. Съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» прошел в Сухуме. В его работе принял участие президент Рауль Хаджимба. Открывая съезд ФНА, председатель партии Даур Аршба подчеркнул необходимость обсудить предстоящий референдум. Он напомнил, что эта тема уже обсуждалась в региональных ячейках партии. Прежде чем принимать судьбоносное для страны решение, необходимо рассмотреть все «за» и «против», подчеркнул Аршба. При этом председатель ФНА отметил, что свое мнение по этому поводу партия высказала ранее, и за это время оно не претерпело изменений. Наше отношение не претерпело практически никаких изменений. Общеизвестно, что основанием для инициативы проведения референдума как формы волеизъявления граждан могут служить вопросы, имеющие судьбоносное значение для общества и государства. Мотивацией для выдвижения вопроса о недоверии главе государства и назначении досрочных президентских выборов могут стать факты, свидетельствующие об изменении политического курса, грубом игнорировании Конституции, причастности к коррупционным сделкам и другим преступлениям, подрывающим основы государства. Вполне очевидно, что никаких таких оснований у инициаторов проведения референдума нет. Президент Республики Рауль Джумкович Хаджимба избран законным демократическим путем в ходе альтернативных выборов 2014 года. Конституцией Абхазии регламентируются все вопросы, связанные с 5-летним сроком его пребывания в должности главы государства. И попытки навязать обществу иные своевольные толкования противоречат основному закону. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» заявляет о том, что не будет принимать участие в референдуме по вопросу о досрочных выборах президента и обращается к политическим и общественным организациям, населению страны с призывом руководствоваться здравым смыслом и не идти на поводу реваншистских сил. На съезде РПП «Форум народного единства Абхазии» выступил президент Рауль Хаджимба. Глава государства выразил уверенность, что все сказанное на съезде продиктовано искренней обеспокоенностью за судьбу страны. Рауль Хаджимба заявил о перспективах проведения референдума, подчеркнув с уверенностью, что наш народ поведет себя с присущей ему демократичностью. Президент вновь заявил, что примет любое решение народа Абхазии. Политическая партия «Форум народного единства Абхазии» не будет принимать участие в референдуме по вопросу о досрочных выборах президента и обращается к политическим и общественным организациям, населению страны с призывом руководствоваться здравым смыслом и не идти на поводу реваншистских сил. Об этом говорится в резолюции съезда ФНА. Кроме того, РПП «Форум народного единства Абхазии» считает незаконным создание центрального, а также городских и районных штабов референдума и обращается к Центру избиркому как органу, на который возложены функции организации проведения референдума, с просьбой отреагировать на данное нарушение законодательства. Расширенный репортаж со съезда ФНА смотрите в нашей программе сегодня. Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия провело прием по случаю Дня России. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом объявил 12 июня днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. С 2002 года праздник переименован в День России. На приеме по случаю Дня России стратегического партнера Абхазии, первой страны, признавшей независимость Республики Абхазия, присутствовали президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Бганба, премьер-министр Артур Микваеви, депутаты парламента, члены правительства, представители духовенства, общественных, общественно-политических и молодежных организаций. Сегодня наши страны и наши народы переживают не самое простое время. Но это связано прежде всего с тем, что наши народы и наши страны встали на путь укрепления своей независимости и суверенитета. Россия только тогда была суверенной, когда она была сильной. И сегодня наших оппонентов это не устраивает, поэтому они пытаются создавать
максимальные сложности на нашем пути. Но наш народ отвечает на это укреплением своего единства в проведении независимой внутренней и внешней политики. В такой ситуации особенно ценятся близкие союзники и друзья. И поверьте мне, в России очень ценят отношения с Республикой Абхазия. Разрешите мне от имени народа, от руководства страны поздравить вас, дорогих наших друзей, с национальным праздником, Днем России. Пожелать всем, кто живет в России, добра, мира, счастья. Россия переживает очень трудные времена. В последние годы мы видим, какое отношение проявляет к этому государству Запад. Но я не сомневаюсь в том, что Россия из всех этих трудностей выйдет еще сильнее, крепче. И нам нужна такая дружба с Россией. Несомненно, эти отношения будут развиваться, будут приумножаться, и наш народ этого желает и хочет. Еще раз поздравляю вас всех с Днем России, добра и мира. Сотрудники МЧС Абхазии совместно со своими российскими коллегами завершили работу в Ткорчале по демонтажу канатной дороги, которая была повреждена в ходе боевых действий. Абхазских и российских спасателей принял президент Рауль Хаджимба и поблагодарил за проделанную работу. Репортаж Ренаты Шакая. Операция по демонтажу канатной дороги в Ткорчале успешно завершена. В течение 3 дней совместно абхазо-российская группа проводила демонтаж воздушной трассы, которая была повреждена во время Отечественной войны. Специалисты разобрали около 1000 метров подвесной дороги. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии работы вели 7 специалистов из московского подразделения Союза спасателей России. По словам главы МЧС Абхазии Льва Квицини, этот опыт для наших спасателей весьма важен, так как в дальнейшем позволит выполнять подобные работы усилиями уже местных специалистов. Следующим этапом мы хотели сегодня полететь на Псху. Погодные условия не позволяют. Там в таком аварийном состоянии мост, который связывает население. Дети не могут ходить в школу. И вот они как специалисты хотели посмотреть, спланировать. И потом уже, чтобы с их поддержкой, помощью восстановить этот мост. Глава государства Рауль Хаджимба поблагодарил российских специалистов за проделанную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Это непростая работа, которая не только знания и технические возможности требует, но еще, наверное, и смелости для того, чтобы эту работу проводить. Во-первых, спасибо вам за то, что вы включились в этот процесс. Спасибо вашим руководителям, которые дали добро на то, чтобы эту работу здесь провести. Для нас действительно это сложные такие работы, которые просто самостоятельно провести было бы невозможно. Дальше будем сотрудничать. Все, чтобы от нас, как говорится, должно будет сделано, мы сделаем. Поврежденная канатная дорога в Ткорчале представляла реальную опасность для жителей ближайших домов, ведь она могла оборваться в любой момент и нанести ущерб. Таких объектов, по словам спасателей, в Абхазии еще несколько. Опыт совместной работы позволит приступить и к их демонтажу в ближайшее время. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выступило с комментариями по поводу интервью главы администрации Сухума Атгура Харазия, опубликованного в газете «Эхо Абхазии», в котором, в частности, была затронута тема абхазо-российских отношений. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия основные направления внешней политики определяет президент. При этом МИД Абхазии ответственен за реализацию государственной политики в сфере международных отношений и координацию внешнеполитической деятельности государства. Таким образом, вопросы внешней политики не входят в компетенцию глав административных территориальных единиц Абхазии. Условия размещения на территории Республики Объединенной Российской военной базы оговорены в соглашении между Абхазией и Россией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия, которая была ратифицирована Народным собранием республики, говорится в комментарии. В связи с этим МИД Абхазии призывает не делать заявлений и комментариев по вопросам внешней политики должностных лиц и руководителей органов государственного управления, компетенции которых данные вопросы не относятся.
Общественный экспертный совет при Министерстве экономики начал свою работу. Состоялось первое рабочее заседание. В состав совета входят сотрудники Министерства экономики, представители общественности и различных бизнес-структур. Основная цель – содействие выработке и реализации государственной экономической политики, а также совершенствование нормативного правового регулирования в сфере экономики. Тему продолжит Сима Аргун. На первом рабочем заседании Совета были обсуждены актуальные аспекты экономического курса страны. Общественный экспертный совет – это новый орган как для Министерства экономики, так и для предпринимателей. По задумке инициаторов, Совет должен помочь в определении приоритетных направлений развития экономики страны. Этот совещательный орган создан для обеспечения общественного контроля за открытостью власти, прозрачностью ее работы, коллегиальностью при принятии общественно значимых решений, налаживания диалога с гражданским обществом. Данный совет был создан в реализацию поручений президента. Вы знаете, в послании об этом президент говорил и после послания о прозрачности деятельности государственных органов власти, об обеспечении обратной связи между властью и бизнесом. И вот в реализацию этих поручений было принято решение создать при Министерстве экономики совет, состоящий из представителей предпринимательских кругов. Формирование предложений по вопросам государственной политики в области экономического развития страны, оказание содействия Министерству экономики в формировании и развитии методологической базы, анализ правоприменительной базы, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и много других задач ставит перед собой Общественный экспертный совет. Все принимаемые решения, планы к реализации Министерства экономики, а последующему правительству, они сперва будут проговариваться в рамках этого совета. То есть это будет обеспечиваться обратная связь с предпринимателями. Также будут приниматься их идеи, которые будут излагаться в рамках этого совета, будут находить отражение, может быть, уже в реализации государственной экономической политики. То есть, конечно, объять всех предпринимателей Абхазии мы, к сожалению, не можем, но этот совет, он постоянно действующий будет, но при этом любой желающий из представителей бизнеса может приходить, принимать участие в качестве приглашенного эксперта, предлагать свои идеи. Участие экономистов ведомства и представителей бизнес-структур в разработке и предварительном рассмотрении проектов нормативных правовых актов в сфере экономики и иных актов, затрагивающих вопросы экономического развития, даст положительный результат, уверены участники заседания. Есть многие вещи, когда, например, государство хочет выработать ту или иную стратегию в отношении, например, тех или иных отраслей, скажем, бизнес-деятельности. В этом плане, конечно, интересно говорить с людьми, которые так или иначе с этим непосредственно связаны, то есть, скажем так, практики, да. Вот, потому, конечно, это вот элементарный пример, да, вот сейчас не распространяется широко. Это, конечно, полезно и для государства, и для нас. То есть, получается, бизнесмены в той или иной степени в курсе того, что, возможно, будет делаться государством, а государство в то же время находит некий компромисс с ними. То есть, советуется с ними и вырабатывает оптимальную стратегию действий. Одним из приоритетных направлений Совета на ближайшую перспективу является выработка в рамках рабочих встреч конструктивных предложений в сфере развития предпринимательства и экономики в целом. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Управление государственной статистики Республики Абхазия запустило официальный сайт с целью информирования надежными статистическими данными всех участников общественного воспроизводства в области статистической деятельности на республиканском и районном уровнях. Репортаж Амры Амичба. Ахуахт райма дорогубзерах чарат была варта глаза шоуха и увшима хархарта куррыцарква официал статистика что водаюра да апшара аларшоп. Аус барта сайт аукуршара заюм землярзан апшойцу за усроку хыркшоп. Арака дарбарна зала кибарил шуй да официал шхуя хабхазара куяхтыла и увшима район куркант. Ванза статистика яцранква информация юраза авою аус барта хашхуюра акуски яха водаюра да амта кячкиалакзана. Статистические данные востребованы всегда. В год сотрудникам Управления госстатистики Абхазии приходилось отвечать на более чем 500 запросов. Студенты, аспиранты, молодые ученые используют данные в своей учебе и работе. Но наиболее важными пользователями данными статистики являются правительственные учреждения. До недавнего времени ограниченным тиражом издавался сборник статистических данных и распределялся по ведомствам. Но официальная статистика, отражающая тенденции развития экономики, это еще и инструмент для бизнесменов, помогающий им принимать адекватные решения.
Необходимо было расширять возможности информирования. Именно с этой целью и создавался официальный сайт Управления госстатистики www.ugsra.org, на котором размещены все статистические данные с 2010 по 2015 годы. Целью создания сайта является ознакомление всех людей с официальными статистическими данными, имеющимися в Управлении государственной статистики, начиная от основных макроэкономических показателей, таких как валовый внутренний продукт, и остальных экономических показателей в разрезе отраслей, там, по промышленности, торговле, транспорту, финансовой деятельности и так далее. Сайт Управления государственной статистики за короткое время разработала и запустила абхазская веб-студия CodeWorks. Сайт был разработан на базовом продукте 1С Bittrex. Был реализован функционал ленты новостей, фотогалереи, документов, предоставлены основные статистические данные по разным отраслям, форма обратной связи. Спустя неделю после запуска сайта по запросу «Абхазия в цифрах» его уже посетили 500 человек. В следующем году собираются установить приложение пуш-уведомления, информирующее о новых публикациях статистических данных на сайте. Амра Амичба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 27 мая в Туапсе проходила первая научная студенческая конференция, на которой Абхазский государственный университет представляла студентка филологического факультета Илана Тария. В секции по социально-гуманитарным наукам она выступала в числе 20 участников. Рассказала о цветовых особенностях в поэзии Сергея Есенина, а также обратила внимание на то, как на творчестве поэта отразилась его поездка в Абхазию. Работа называлась «Символическая интерпретация прилагательных цветообозначений в поэзии Есенина». Мы рассказывали о специфике цвета в поэзии Есенина. Мы представили презентацию очень интересную, где были представлены также диаграммы с цветовой символикой в поэзии Есенина. Также рассказали о периодах его творчества и рассказали о том, что Сергей Александрович Есенин отдыхал в Абхазии и что природа Абхазии вдохновила его. И в основном в этот период в его творчестве преобладают такие цвета, как голубой и синий. Эту тему мы выбрали с моим научным руководителем Ладария Аза Джабировной, которая мне во многом помогала, она во многом меня наставляла и очень большую работу провела вместе со мной. Благодаря Азе Джабировне я достигла таких высоких результатов, и в итоге в моей секции я заняла призовое место. Это все, конечно, благодаря нашему декану филологического факультета Ашубарди Инверовичу. Огромное ему спасибо. Он внес огромный вклад в организацию как раз этой поездки. Мне было очень приятно выступать не только за свой университет, но также за честь своей страны. Было бы замечательно, если бы такие конференции проходили в нашем университете. Мне кажется, цель этой конференции не просто показать себя, а цель конференции – это именно дружба. Дружба между студентами, общение – это очень важно. И мне кажется, если будут организовываться вот такие конференции, в будущем мы сможем прийти к чему-то цельному и довольно-таки хорошему. Мы сможем выставить свою страну на почетный уровень. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 26-28 градусов. Температура морской воды плюс 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.